Как обстоят дела на авторынке в Бишкеке, продаются ли машины и есть ли покупатели вообще? Редакция «Кактус Медиа» решила разобраться в этом. На авторынке в субботу мало людей. Машин тоже меньше, чем раньше. Продавцы говорят, что сейчас не сезон. Бывают рынки падают, бывают рынки стоят, либо растут, но еще вот времени года именно кыргызская специфика в том заключается, что летом люди любят отдыхать, сейчас цены Иссык-Куле находятся, и жара, там на авторынке, я думаю, вы вкусили в полной мере, насколько там хотя бы 1-2 часа пробудешь, что уж говорить, чтобы там подбирать тачку или какие-то вещи там делать. То есть 2-3 дня там ходить, это довольно тяжело. Соответственно, люди пока отдыхают, есть небольшой спад. Но осенью обычно кыргызский рынок начинает работать более активно и начинается спрос. Но я бы не сказал, что спроса совершенно нет. Вот судя по тому, что как у нас здесь дела двигаются в салоне, мы продолжаем делать сделки, продажи есть, но они вяло текущие просто. Красная хмелого цвета 2017 года выпуска за 11 500 долларов. Спросом на авторынке пользуются, как и раньше, Toyota Camry, Lexus и BMW. Еще одна Camry, Lexus GX 460, Toyota RAV4. Toyota RAV4 это та же самая Camry, просто чуть-чуть выше. Конечно же, звезда нашего кыргызского рынка это потрясающий Lexus 570. Эталон просто. Ты, когда добился успеха, все, ты должен нормально взять себе 570. Не обязательно депутатом. Ты чего-то в жизни смог, все, вот твой показатель, ты уже приехал нормально на свадьбу, туда-сюда, уже уважение. Если ты приехал на BYD, непонятно тут уже не пойдет, не пойдет. То же самое Tesla. RX одна из машин очень актуальных у нас. Она как для города хороша, так и для выхода куда-то. Этот стоит порядка 40 тысяч, вообще ценник от 30 начинается ориентировочно. И вот NX есть чуть поменьше, другие RX. Короче, все еще Lexus и Toyota номер один. И вот он автомобиль, который сейчас стал заменять 570. Это X7. Это еще до Рест. И есть уже рестайлинговые модели, буквально недавно ее продали. Но сейчас наши кыргызстанцы во многих случаях стали выбирать BMW, потому что машина лучше управляется, лучше чувствует дорогу, по размерам своим примерно так же занимает место, но и не ломается. Все, вот, то, что надо, короче. У этого 100 тысяч долларов. Да. Да, можно заказать. Просто это новая тачка, она вообще без пробега. А вообще цены где-то от 60 начинаются у них, ориентировочно, да. Однако на авторынке мало китайских машин, хотя еще в апреле их было много. Это известный китайский угол. Пару месяцев назад здесь было очень много китайских автомобилей, а сейчас здесь нет ничего. Они куда-то испарились. Надо выяснять. Вот здесь мы видим Toyota RAV4. Говорят, что остальные автомобили уже вывезли на продажу в Россию. И вот осталось всего лишь несколько. Их средняя цена 33 тысячи долларов. Там дальше есть тоже немножко автомобилей. Поставки авто в Россию также продолжаются. Даже несмотря на изменения правил утильсбора при ввозе машин из стран ЕАЭС. Хотя и все не успели, но от большинства автомобилей, которые вы говорите про китайский угол, когда эта новость пришла, что они первым делом сделали? Завезли туда 100 автовозов, погрузили эти 100 автовозов, увезли их в Россию, там поставили, и потом уже эти правила уже вступили в свою силу. Автомобили в Россию ввозят и с использованием таможенного приходного ордера, если коротко, ТПО. Я бы не сказал, что это лазейка. ТПО – это просто одна из опций, которая у вас есть, когда вы ввозите автомобиль и хотите его растаможить. Вы можете растаможить по ГТД, либо по ТПО. Правила там в чем отличаются? ГТД – это больше предназначено для дилера. То есть дилеры возят сюда 100 машин, растамаживают по ГТД, и так для них выгоднее. ТПО это является
когда конечный потребитель возит тачку для себя. Вот физик возит, я хочу ездить там на Geely Manjaro или на какой-то другой тачке. Все, я по ТПО ее вез, растаможил ее на себя. И эта функция абсолютно законная, она прописана в Кодексе Евразийского экономического союза.